В эфире итоговый выпуск новостей, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко об основных темах. Владимир Путин поддержал предложение приравнять медработников в малых городах Дальнего Востока к работникам сельских населенных пунктов. Расскажем и о других поддержанных инициативах. На сегодняшний день на территории Якутии было зафиксировано 15 новых лесных и ландшафтных пожаров, о пожароопасной обстановке в республике. Профессиональных переводчиков китайского и английского языка начнут готовить в СВФУ. Подробности обучения. В 2 селах после паводка построят новые объекты здравоохранения. В Якутии продолжаются восстановительные работы. Новоленская ТЭС будет одной из крупнейших в России теплоэлектростанций о ходе строительства. Дальневосточный федеральный округ демонстрирует показатели, которые во многом превышают общероссийские. Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь 21 век, сказал Владимир Путин во время пребывания в Якутии. На Дальнем Востоке развивается производство новых материалов для строительства, в том числе энергоэффективных. Нужно эту практику развивать, сообщил глава государства. 41 миллиард предусмотрен на программу развития передовых инженерных школ в России. Возможно, часть средств будут перенаправлены на Дальний Восток. Также Путин отметил большой миграционный приток в дальневосточный регион. Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. И это, в общем, приятно. Это все-таки отражает, наверное, результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов. Это большой регион в целом, 40% территории Российской Федерации. И то, что молодые люди из различных регионов страны сюда переезжают, и здесь и в целом оказывается доля молодого населения выше, чем немного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране. У нас где-то доля молодых людей, до 35 лет 25 с лишним процентов, а в дальневосточном регионе это 27 с лишним процентов. И это, в общем, хорошая тенденция. Говорит о том, что привлекательность региона возрастает. И понятно, потому что он, конечно, мощный, красивый, огромный и перспективный, очень перспективный. Владимир Путин поддержал предложение приравнять медработников в малых городах Дальнего Востока к работникам сельских населенных пунктов, чтобы на них распространялась программа «Земский доктор». По итогам поездки в Якутии будут даны соответствующие поручения. «Будем создавать привлекательные условия для врачей, учителей и работников культуры», сказал глава государства. Также Владимиру Путину рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов для специальной военной операции. Президенту представили единственный в России стрелковый полигон «Сулун» с возможностью стрельбы на дистанции до 4 километров. Кроме того, рассказали о том, что в настоящее время подразделение снайперов проходит перевооружение на современные стрелковые комплексы. Военнослужащие попросили главу государства поспособствовать открытию таких полигонов еще в ряде регионов России. Пожал руку, обнял по-отцовски. Это очень приятный момент, да, что у президента нашего очень развита зрительная память. Школа его в прошлой жизни дало много таких моментов, профессиональных качеств, навыков. Поэтому президент и меня узнал, и другого снайпера узнал, позывной Ярый. И мы очень тепло пообщались. На сегодняшний день на территории Якутии было зафиксировано 15 новых лесных и ландшафтных пожаров на территории общей площадью в 2500 гектаров. Было ликвидировано 5 пожаров. Всего действует 102 лесных и ландшафтных пожаров в 19 районах республики общей площадью порядка 160 тысяч гектаров. В тушении пожаров и поиске новых очагов возгорания работают 15 авиапатрулей. Наиболее сложная обстановка сегодня на территориях Колымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районах. В штабе принято решение о выделении помощи Среднеколымскому району, пожару, который действует близ населенного пункта Сылгыытар. И завтра уже, как только будет
аэромобильная группа, вертолет МЧС России будет направлен на этот район. Также будет работать местное население, и перевозка будет также произведена вертолетом полярных авиалиний. В 4 районах Якутии – Алекминском, Намском, Нюрбинском и Анабарском – продолжаются восстановительные работы. На сегодняшний день по линии Министерства транспорта ущерб, нанесенный паводком, составляет более 750 миллионов рублей. По линии Министерства ЖКХ ущерб составляет более 58 миллионов. Самый большой ущерб нанесен по линии Минстроительства – более 1 миллиарда рублей. От паводка пострадало 4 объекта Минздрава в селах Маймага и Графский берег. Их решено не восстанавливать, будут возведены новые, модульного типа. Здесь, к сожалению, отмечаем слабую работу районов самих по актированию, по составлению справок, смет, и это, конечно, будет затягивать. При этом окончательный прием документов это обозначено министерством 21 июня. Совсем мало времени остается, и на это обращено внимание районов по итогам совещания. Надеемся, что эти работы будут выполнены. На строительной площадке Новоленской ТЭС полным ходом идут работы. Напомним, первый кубометр бетона был залит в 2023 году. С этого момента было начато строительство нового объекта. Сегодня на площадке готовится территория под фундамент основного оборудования, также под жилой городок. Под временный городок завезены модульные здания, заканчивается монтаж 2 жилых домов. Введен в эксплуатацию бетонный завод. Планируется строительство завода железнобетонных изделий. Запланировано строительство 200-километрового газопровода и высоковольтных линий электропередач. На текущий момент на площадке строительства задействовано порядка 317 человек персонала. Из них, значит, существенный процент – это местный персонал. И также порядка больше 110 единиц техники. И то же самое, местную технику мы тоже также вовлекаем. Поэтому предприятия района, они очень помогают нам в этом. Ну и мы, естественно, рассчитываем на их помощь при успешной реализации этого проекта. Необходимо ввести объект в соответствии с распоряжением правительства. Установленные сроки, 28 год у нас пуск. Компания «Интер-РАО» планирует участвовать в программе социально-экономического развития Ленского района. В ближайшее время для работников предприятия начнется строительство жилых домов. Это порядка 400 квартир в городе. Филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает работу по организации и оказанию поддержки и помощи участникам СВО и их семьям. С января текущего года обработано 1202 обращения по медицинским вопросам. Оказано содействие в получении реабилитации 110 подопечным. Медицинскую помощь получили 354 участника СВО и членов их семей, в том числе 18 ветеранов боевых действий. Санаторно-курортное лечение получили 45 граждан. В рамках диспансеризации, консультаций клинических психологов всего прошли 143 человека. Дополнительно узких специалистов 169 человек. При проведении диспансеризации выявлены следующие заболевания. Последствия травм и других воздействий внешних причин у 14 граждан, болезни системы кровообращения у 49, болезни органов дыхания у 4 граждан, прочие у 114 граждан. Диспансеризация ветеранов боевых действий будет проводиться в течение года в проактивном режиме. Автомобиль УАЗ передан российским военнослужащим от Управления соцзащиты по Алданскому району. Машина укомплектована посылками для бойцов. В сборе груза принимали участие все неравнодушные жители. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Доставка продуктов и лекарств, транспортировка маломобильных граждан, посещение одиноких пожилых людей на дому. До недавнего времени этот автомобиль был предназначен для оказания социальной помощи населению. Вскоре машина будет использоваться в выполнении задач специальной военной операции. Управлением соцзащиты населения по Алданскому району УАЗик передан российским военнослужащим. Поступают неоднократные заявки от наших земляков, воинов о необходимости в автотранспорте, потому что, понятно, зона специальной военной операции, то есть техника очень быстро выходит из ломаний.
ломается там, и так далее. Поэтому машина находится в полностью исправном состоянии. Передаем как раз для наших земляков, для наших. Данный именно наш экземпляр пойдет в штурмовую роту для наших земляков. В зону спецоперации машина отправилась с посылками для российских военнослужащих. В этих коробках предметы первой необходимости, спецодежда, разного рода инвентарь, средства личной гигиены и продукты. В сборе гуманитарного груза приняли участие трудовые коллективы, общественные объединения и все неравнодушные алданцы. В этом году это уже вторая машина. Мы ее сейчас формируем с помощью наших жителей нашего Алданского района. Вот, как вы видите, женщины наши плетут сети, делают окопные свечи. Просто подарки, просто индивидуальные посылочки отправляются. В отправляемый груз вошли маскировочные сети, изготовленные в стенах общежития Алданского политехникума. В одном из помещений расположилась мастерская, образованная по инициативе литературного объединения «Вдохновение». К поэтам и писателям активно присоединяются все желающие добровольцы. Была организована эта работа, мы оказали определенное содействие. И самое главное, что не только эти люди, но и другие граждане Алданского района имеют возможность прийти и принять участие в плетении этих сетей. И, конечно, самое важное для нас, что в этом участвуют наши ребята. Когда автомобиль прибудет в пункт назначения, посылки будут отправлены в военные части, а машину заберет командир штурмовой роты. В июле планируется выезд алданской делегации в зону специальной военной операции. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Профессиональных переводчиков китайского и английского языков начнут готовить на кафедре восточных языков и страноведения в СВФУ. Первый набор студентов состоится в 2025 году. По словам заведующей кафедры Елены Руфовой, отличительная особенность программы состоит в том, что она готовит специалистов, способных осуществлять неспециализированный и профессиональный перевод на китайском и английском языках. Серебряное волонтерство помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию и вести активный образ жизни. В Якутию прибыли серебряные волонтеры из Екатеринбурга, Магнитогорска и Республики Хакасия. Их встретила наша делегация волонтеров и организаторов. Сами волонтеры признаются, что они вновь обретают чувство собственной значимости и причастности к важному делу, в том числе в организации крупного спортивного события, такого как «Дети Азии». Всего ожидается прибытие порядка 200 волонтеров. Я серебряный волонтер из Екатеринбурга. Вот я приехала к вам и очень рада, что вы меня тут пригласили, что вы такую теплую встречу уже организовали. Мы все переживали, как мы приедем, что здесь будет. А нас такая команда встречает. Вообще, вы молодцы, ребятки. Жду, что я здесь увижу то, что я, в общем-то, и думаю, что ребятам будет очень хорошо, а мы им всем поможем. Мы Республика Хакасия. Мы очень рады, что мы приехали к вам. Хочется с вами ближе познакомиться и с бытом, и с людьми, и с молодежью, и заодно помочь в таком крупном мероприятии. У нас с Хакасии команда волейболистов приехала. Да, сборная наши теннисисты с Красноярским краем тоже здесь. С них будем болеть. Так что будем за своих болеть и смотреть. Да, помогать будем. Без участия волонтеров невозможно представить такое большое и значимое событие, как «Дети Азии». Ведь именно они в том числе помогут спортсменам чувствовать себя как дома и достигать наивысших результатов. Как идет их обучение, расскажет Даяна Федорова. Без их помощи, внимания и заботы не обходится ни одно масштабное мероприятие. На данный момент стартовало очное обучение в формате лекций по 19 направлениям. Без дела не сидит никто. Все они приехали из разных уголков республики с одним желанием – помочь и стать частью грандиозного спортивного события. Чего я ожидаю? Ожидаю я, конечно, ярких эмоций, скорее радости больше и нового опыта и новых знакомств. Для меня это приоритет. Я была волонтером, похожих из такого же события похожего. Я жду от «Дети Азии», не знаю, больше знакомств, опыта нового как волонтера. Думаю, я стану более открытой к коммуникациям, и вообще в жизни будет все хорошо. То есть просто будут моральные принципы установлены. Ну, для меня вот это первый опыт по такому большому мероприятию. Вот хотелось очень поучаствовать. Я вообще приехал из Мирного,
Вот, хотелось бы посмотреть, как тут проходят Дети Азии. Среди отобранных волонтеров лучшие из лучших. В рамках организации игр «Дети Азии» было отработано более 5000 заявок. Однако только порядка 1900 вошли в конечный список. Все они уже прошли первый этап онлайн-обучения. Сейчас это уже начинается очное обучение, где непосредственно волонтеры знакомятся по своим функциональным направлениям, где волонтерам мы объясняем и рассказываем об играх, об истории игр. Да? И также, конечно же, ребята знакомятся с правилами поведения, с правилами этикета волонтера, да? Ну и знакомятся уже по своим конкретным функциональным данным. Прибывают и волонтеры из 42 регионов России и 2 стран. Всего их порядка 200. Все волонтеры будут проживать в общежитиях Северо-Восточного федерального университета. В ближайшие дни у них начнутся практические учения на местах проведения спортивного соревнования. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск. В Якутске фильм режиссера Алексея Романова «Легенды вечных снегов» получил гран-при на Бишкекском международном кинофестивале. Мистическая картина стала продолжением короткометражного фильма «Маппа». Она рассказывает о трагической любви молодого человека. В продолжении главный герой возвращается к этой истории спустя много лет. Сценарий к фильму написала Любовь Борисова, известная по работам «Надо мной солнце не садится» и «Не храните меня без Ивана». Фестиваль собрал около 200 участников из разных стран. В широкий прокат фильм планируют запустить в октябре этого года. Это успех в целом якутского кино, потому что и успех кинокомпании «Сахафильм», потому что в копилке нашей кинокомпании уже много гран-при. Это еще раз доказывает, что якутское кино сейчас очень на высоком уровне. У нас история-то зимняя, поэтому это были очень тяжелые физические съемки, технические съемки, но оно того стоило. И это впечатляет, конечно, для представителей, скажем, южных культур видеть снег вот на большом экране. Вот. Ну и потом наши легенды очень такие смысловые, очень глубокие, очень крепкая связь, скажем, вообще легенд наших с природой, наши взаимоотношения, наш культурный кодекс все вот в картине представлены. В этом году в России отмечается 90-летие со дня рождения первого космонавта, героя Советского Союза Юрия Гагарина. Этому событию посвящаются выставки, концерты, праздничные мероприятия. В Якутск для участия в одном из таких мероприятий прилетела племянница Юрия Гагарина Наталья. Подробнее о связи Якутии и первого космонавта Земли расскажем далее. Наталья Гагарина, племянница первого космонавта, приехала в Якутск по приглашению Министерства культуры и духовного развития республики. В Якутске она встречалась с общественниками, рассказывала детям о жизни своего знаменитого родственника, с которым часто виделась в детстве. А также презентовала выставку «Гагарин. Первый навсегда», которая открывается на родине первого космонавта. Якутию связывают очень теплые отношения с родиной Юрия Алексеевича Гагарина, с родственниками. Неоднократно на родину Юрия Алексеевича приезжают делегации из Якутии. И вот в этом году по приглашению моих друзей из Якутии мне посчастливилось приехать сюда. 3 шага от аэропорта, и здесь действительно находится центр имени Гагарина. Это такими красивыми буквами современное здание обозначено, и памятник, который стоит на фоне, и сквер. Конечно, это не может оставить равнодушным. Немногие знают, но в городе Гагарин Смоленской области есть памятник матери космонавта Анне Тимофеевне. Этот памятник на 40-летнюю годовщину первого полета человека в космос подарил жителям города первый президент Якутии Михаил Николаев. И, конечно же, Центр современного искусства, где проходила встреча, это преемник Дома культуры имени Гагарина, который открылся в Якутске в 1961 году, в год исторического полета. Что это, наверное, послужит каким-то поворотным моментом к тому, чтобы дальше шло еще более осознанное воспитание нашего подрастающего поколения в изучении того исторического наследия, которое оставила нам эта эпоха космонавтики. Музыкальное наследие уникальное совершенно, да, и мы его будем дальше осваивать. И вы увидите наши новые проекты, которые будут еще более масштабными. На встрече Наталья Борисовна рассказала много фактов из жизни Юрия Гагарина, о которых не пишут в учебниках. А дети, сидевшие в зале, с удовольствием и нескрываемым интересом слушали эти рассказы, а взрослые вспоминали то время, когда они сами мечтали стать космонавтами и продолжить путь, который начал Юрий Гагарин. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.
Слово о великом мастере. Под таким названием впервые презентовали книгу об известном фотожурналисте Викторе Яковлеве. На страницах истории совместной работы с коллегами, ключевые моменты из жизни и теплые воспоминания близких. Помимо этого, в книгу вошли его уникальные работы. Над изданием работали порядка 4 лет. Инициатором создания книги выступил глава Наслегата-Сагар Вилюйского района Семен Каратаев. Составителями выступили жена Виктора Прокопьевича и его дочь. Мы с дочерью, с Ангацкевой, она вот пошла в составитель вместе с Каратаевым. Очень долго. С 17 числа, то есть с 17 года пошел разговор, что пойдет издание книги. И над этой книгой работали очень добросовестно. Вот Чакур Николаевич, Гаврилев, очень добросовестно, так прямо старательно. Я так очень благодарна ему. На стенах НВК «Саха» появился мурал, посвященный выдающемуся документалисту и талантливому телеоператору Владиславу Бочковскому. Этот арт-объект стал данью уважения человеку, который стоял у истоков якутского телевидения и внес неоценимый вклад в развитие операторского мастерства в Якутии. Владислав Бочковский, отличник телевидения, начал свою карьеру с первых эфиров якутского телевидения. Открытие мурала сопровождалось торжественной церемонией, на которой присутствовали коллеги, друзья и семья Владислава Бочковского. Это действительно человек с большой буквы, который придал операторское мастерство вообще в Якутии. Работал и в Центральной России, и его работы показывали на всю Россию. Поэтому мы гордимся нашим сотрудникам. Хочу поблагодарить Олега Олеговича и всю администрацию НВК «Саха» за такой приятный подарок, который сегодня нам преподнесли в честь того, что открытие сегодня мурала идет, на котором изображен мой папа. Я считаю, что память его увековечена очень достойно. Хорошо смотрится, очень хорошо выглядит. И папа там узнаваемый. Люди прямо узнавали, нам отправляли фотографии этого мурала. 100% похож, да. Хотя стилизованно как бы немножко, да, очень похож. Потому что как бы и вот старейшие работники говорили, да, там должен быть только Бочковский. 17 июня в Якутске официально заработал городской пляж. Открытие состоялось раньше, чем в прошлые годы. Место для массового купания оборудовано всем необходимым. Что было и что предстоит сделать, узнавала Вероника Таюрская. 360 метров береговой линии городского пляжа облагораживаются. Уже очищен песок, дно залива и, конечно же, произведена уборка мусора. С территории пляжа было вывезено порядка 25 кубометров мусора. Подготовили покрытие. У нас основные работы велись в этом направлении, плюс обустройство самой территории пляжа и акватории воды. Соответственно, это установка буйков, ограничительных буйков, подготовка и найм персонала, это обучение спасателей. Вот со вчерашнего дня у нас тут с 9 до 9, как по режиму работы пляжа, работают спасатели, обученные специальные. Сегодня установили более 80 шезлонгов и 30 зонтов. Подключены и места для споласкивания ног. Всего же в рамках реконструкции набережной Романа Дмитриева планируется оборудование парковочных мест, размещение зоны питания, а также строительство комнаты матери и ребенка. После завершения строительно-монтажных работ у нас планируется новый модульный туалет ставят. Будет несколько торговых точек, 4 торговые точки, велосипедная дорожка, новый воркаут тренажерный. Частная охранная организация работает у нас, 4 человека на посту, 2 человека на входе, 2 человека на обходе будет. И в ночное время тоже 1 человек. На пляже работает 9 спасателей на 3 обновленных вышках. Ежедневно силами специалистов территория будет убираться. В ночное время к отсеиванию песка от мелкого мусора приступает специальная техника. В целях обеспечения безопасности купающихся на пляже имеются спасательные круги и кольца Александрова, а также плавательные средства для осмотра акватории. Также вот мы установили специальные аншлаги, информационные щиты, стенды с правилами поведения на пляже, на воде, правила помощи утопающим. Также у нас каждые 50 метров установлены санитарные точки, точки для сбора мусора, контейнеры маленькие по 100 литров.
Напомним, что купание разрешено только в оборудованных местах. В Якутске в настоящее время действует 2 официальных пляжа – в 202-м микрорайоне и на территории озера Сугун на 16-м километре Вилюйского тракта. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. В Мирном пляжные волейболисты и стритбольщики померились силами на городском парке. Подробности соревнований у наших коллег. Еще один мяч в корзине. Мирнинские стритбольщики провели турнир. Лучшие игроки войдут в сборную, которая поедет в Якутск на соревнования. Среди мужских команд мы проводим отбор для того, чтобы принять участие в чемпионате Республики Саха-Якутия по баскетболу 3 на 3, который пройдет в августе в рамках всероссийского турнира «Оранжевый мяч». 10 команд, в числе которых гости из Сунтар и Алмазного, встретились на площадке. С погодой баскетболистам повезло. В дождь соревнования пришлось бы отменять. Такова особенность уличного вида спорта. В отличие от стритбола, турнир по пляжному волейболу прошел бы при любой погоде. На песке городского парка состязались смешанные пары. Число участников рекордное – 35 пар. Это втрое больше, чем год назад. По словам тренера, популярность этого летнего спорта растет среди молодежи. Мы выезжаем отсюда и в Новосибирск ездим, в Хабаровск ездим. И к нам приезжают. Но к нам приезжают, как правило, гости из Ленска, иногда удачный Айхал. Состязания, организованные Управлением культуры, спорта и молодежной политики города, завершились к вечеру. В обоих турнирах победили по 3 мирнинские команды. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. До встречи в эфире.